свежая одна лунка была. Что-то проехал через него и понял, какая-то птица была, но не знаю, кто там. Тяжковато идет. Снега дофига. Но пока едем. Нырнул, блин, куда не надо. Там вообще лужи проехал. Но хорошо, что замерзли они. Здесь или старая колея, вот тоже под ногами лед. Свежие вырубки. Тяжковато, конечно, едет. Во-первых. Во-вторых, что-то вот сейчас я разбирал вентилятор, там подшипники смазывал. Один хрен что-то свистит. Не знаю, или лед образуется-то где-то там, и потом он, короче, не знаю. Вот, терпимо. Половину уже проехал. Еще полпути осталось, потом опять тайга, лес. Но там сыро, там вообще. Не знаю, на лыжах как ходить. Смотрим. Вот. Ну, заодно пусть немножко подостынет. Двухтактный двигатель, хоть перевери, ничего страшного в нем нету. Четырехтактный в определенном положении должен стоять. Для двухтактных это норма. Вообще птиц нет. Вот в одном месте только лунки видел. Вообще никто не взлетел, никого не вижу. Какая-то мертвая тайга. С весны до осени, до первого снега весело в лесу. Сейчас какая-то тишина. Уже еду по просеке. Аккумуляторы быстро разряжаются.
Что-то хотел снимать, а он выключился, наверное. Недалеко уже ручей. Вот. Ну так, в принципе, еду. Газую, бля. Того и больше, чтобы не стукнуться об этот. Очень немного этих пней. Дерево гниет, он падает, ломается, падает. Пень там остается. И вот того и больше, чтобы не завис там. Вот сегодня с утра я один раз на 6 сел и не мог выйти. Вот здесь запросто можно за любую ветку зацепиться, гусеница зацепится еще. Тут здесь хоть деревья есть, если что там лебедкой вытащить или навозиться тоже неохота. Ну вот, что смогу, короче, я здесь проеду, а дальше уже на лыжах. Если доеду до Соснового леса, там еще примерно, да, с километр по Сосновому лесу проеду. И уже начинаются у меня, как сказать, тропы с капканами, где у меня капканы. Но здесь тоже, хотя надо поставить капканы, но следа вообще нету, блядь. Такие хорошие места, вот смотрите. Ельник. Вообще глухо. Вообще тишина. Но ружье взял в надежде увидеть глухаря, косачей, тетерку. Рябчик, хоть я сейчас рябчика увижу, хоть они кормятся, подпустят меня, я стрелять не стану. Все, я уже до осени на рябчиков охоту закрыл. Больше я их не трогаю зимой. Осенью по максимуму, что удалось, я добыл. По максимуму, никого не жалея. А зимой уже все. А тетерка, косачи, они, бля, хитрые. Хрен ты их просто так добудешь. За осень вообще одну только удалось добыть. Видишь, и они улетают. Хитрая птица. Умею себя беречь. Вот. Ну, там вот уже гуща леса начинается. Хуже, конечно, ехать. Но потихоньку, помаленьку, не спеша. Вот. Ладно, может, на ручей включусь. Если проскочу уже и что там снимать. Не знаю, как там проскочил я. В общем, газку и все, там бревна. Думал, придется спилить то бревна, а меня скинуло куда-то. Едет и едет, нафиг. Куда едет, туда и поеду. Здесь тоже он туда начал тащить. Здесь бугорок, смотрите, под снегом. Может и эти, как сказать, пни. Вот все, застрял. Как тот на двухлыжном, когда лыжи сбоку торчат. Нифига не проедешь. Пилить придется. Тут придется пилить. Такой календарчик получился. Ай, надо это еще было спилить.
Может, скинет туда. Короче, там штук 3 елки и одна береза. Береза толстая была. Ну, сейчас проскочу. Ничего страшного. Едем дальше, ребят. Ребятули, красоты. Ручей, ребят. Ручей. Да, небольшой, но, скажу, мне хороший. Глубокий. О, блядь. Капец, ребят, тут вообще такие ямы. Можно провалиться. Ух ты. Да. Сюда надо что-то подложить. Если это я проскочу, уже будет хорошо. Если сюда я нырну, я застряну. Здесь я не проскочу, надо что-то подложить. Березу вот эту хотя бы. Ладно, займусь этим пока. Капец, тут глубина. Там на деревьях, на валежниках мы будем. Там дальше снова валежники. Еще хуже, блин. Туда надо проехать. Там яма.
тоже какой-то ручей, бля. Зигзагом идет, вон. Короче, отсюда спилить, туда накидать потом. Вот это да. Путь не из легких. На будущий год подумаю над этим. Тут ездить тоже не вариант, бля. Вон вода, бля. В воде стою. Так. Ладно, сейчас. Самое главное до туда, если доедем. На вершине уже будем. Пока нелегко. Пока нелегко дается. Так. Надо тут пилить. Короче, здесь пропилил. Ух, ребят, как мне повезло. Я сейчас провалился. Там лед упал, в общем. Открытая вода течет. Этот ручей. Надо вон стороной проехать. Или что-то. Ну, блядь, мостик здесь капитальный нужен. Как-то зигзагами ручей идет. Непонятно как. Наверное, все-таки там лучше проскочить. Обратно. Капец. Я и воткнулся. Но я смотрел в очках, у меня очки все вспотело. И как будто не такая страшная яма. Ну вот, знаете, вот буран как-то проскочил и завис. Гусянки там в землю, там начало крутиться, я остановился. А если бы он просто воткнулся, было бы очень тяжело вытаскивать. Сейчас-то проеду, здесь пропилил, здесь еще один валежник. Как-то в бок тянет буран. Ну не страшно, проеду. Обратный путь надо продумать как-то вот. Лучше надо там стороной объехать. Нафиг, я себя ругаю за то, что я сюда заехал. Что-то вот на лыжах я туда-сюда ходил на охоте, а на снегоходе первый раз. Я другими путями постоянно ходил. Там еще заросло, вот такая стена леса стала. Ручьи тоже, и решил здесь, думаю, лучше. Тут ничего такого хорошего я не увидел. Вот так. Ну, раз как бы заехал, как-нибудь и выедем. Капец, как быстро аккумулятор разряжается. Вообще жесть. Ай, блин, тянет куда-то вот туда, куда не надо. Бревно, наверное, скользит. Блин. Назад лыжа упирается, не едет и вперед не хочет. Опять же ручная лебедка выручила. Вот она. Короче, что смог, затянул, немножко сдвинулся. Ну как бы газовал, немножко сдвинулся. Опять остановился, потом еще затянул и еще проскочил. Вот там, блядь, на земле лежит это бревно. Вот. Из ямы выскочили. Вот, обратно вон там поеду. Фу, бля. Вот это да.
от выхлопных газов просто отдышка, капец, ребят. Уф, прям задыхаюсь, бывает. Воздуха не хватает. Из-за того, что плотный воздух сейчас такой вот морозный. И еще выхлопный газ. Прям не разлетается, а он там как туман. И ты дышишь, и еще кислорода не хватает. Совсем. Такие дела. Но дальше уже надо думать легче. Может, валенники еще будут, но самое главное, ручьи я приехал. Вот эти, блин. Так что берите лебедку ручную, речную, буран еще запас и газку. Иначе вы никуда не доедете. Достал пилу, лебедку. Завис снова. Сейчас выкопал. Вроде как это лыжи. Встал или на сучьях, или на чем-то. Вот сейчас спилю. Гусеница крутится, вертится. А не едет. Капитально застрял. Там надо еще спилить. И там еще валежник вижу. Вот. Короче, сейчас будет недалеко уже на квартальный столб. Потом уже в другую сторону поеду, там чищенная просека. И как доеду до своей тропы, нафиг оставлю я этот буран. Плюну и пойду на лыжах. Нас ебало уже все, честное слово. Замучился, не едет ни хрена. На лыжах пройду по тропе, потом уже легче будет на буране. В другой раз капканы буду настораживать и на буране буду возвращаться. Можно так сделать, в принципе. А сейчас самое главное до столба доехать. Блядь, замучался уже. И еще самое основное, блядь, бесит в комментариях, когда пишут, у вас не тайга, там, еще что-то. Покатайтесь по нашему лесу, по тайге. Там уже будете говорить, да, действительно. Там дремучий лес, дремучая тайга. Ну, вперед, не знаю, сдвинется, нет с места, хрен пойми. Лыжи держали, лыжи завесли наверху, а гусеница потом крутится на воздухе. Хватает туда-сюда. Сейчас уже скоро выеду отсюда, из этого говна. Настоящее говно дорога. О, как тут не матюгаться. Тут небольшой подъем будет. И вон там сосны уже появились.
Сосновый лес, там вырубка. Надеюсь, там легче будет. Фу, бля. Вот это да. Ну, давно хотел уже здесь проехать. Так что на жопу приключения нашел. Стартер еще что-то замерзает. Бензопила выручает. Ладно. Короче, батарея разряжается. Нафиг снимать. Замучился вообще, ребят. Сейчас. Я больше на буране не поеду. Стану на лыжи. Потому что здесь уже начинается тропа моя. Вот затесы. И местами надо быть внимательным. Как бы все снегу, затесы вот эти. На лыжах лучше пойду. Рюкзак возьму, ружье. И все. Налегке. Потом я капканы сюда настораживать буду. Так и так. Хотя вообще следов нету. Ни одного следа за весь путь, ни одного следа нету. Хоть развернись и обратно поезжай. Ничего не обнадеживает. Если с ней следа нету, то все. Не жди ничего хорошего. Может к весне, только вот когда уже охота закроется, нас такой будет. И у них начинается движуха тогда. Фу. На охота уже все. Ладно, все равно будем ночевать сегодня в избушке как-никак. Ух, ну заколебался, честное слово. Тяжелый путь. Вспотел. И в то же время буран, чтобы возле избы был. Потому что вот это все бушлаты надо, чтобы высохло. Избушку высушить. Ну, будет так. Пусть тут будет. Вот такие дела. Самое главное, сюда доехал. А тут немножко уже осталось. Где-то вот тут у меня капкан должен стоять. Дерево свалилось, капкан упал. Но палка где-то должна быть. Там еще бересту новую туда поставил. Ну вот. Фу, капец, как баня, ребят. Метр 400 прошел. Воздух сегодня очень тяжелый. Прям вообще кислорода мало. Вот. Я вам не раз повторял, что воздух, плотность воздуха, давление, все это влияет на пулю от мелкашки. Сегодня вообще этот воздух пуленепробиваемый. Он там затес, ребят, вот я сейчас на лыжах иду. И если я сюда залез на буране, я бы, во-первых, блуждал, и все заросло, все гнутое, все ломанные деревья. Валежники здесь пропиливать еще придется мне. Вот тут все заросло. Капец, ребят. Все, надо забыть надо это место. Для езды я имею в виду. Пешком как-то пройдешь. Пешком да пройдешь, а на снегоходе вообще, там видите,
пути обхода надо искать. Вон там заячьи следы между прочим. Так. Ладно, пробираюсь потихоньку. Солнце уже садится скоро. Вечереть начнет. Вышел на сосновый лес. Тут хорошо идти. Но снег тяжелый, ребята. Снег тяжелый, даже на широких лужах прям чувствуется тяжело. Но все трудно уже позади. Сейчас я буду по сосновому лесу идти. Здесь меньше таких ям, валежников. Не переоделся, потому что я, ребят, весь сырой. Даже шапка вот вся насквозь сырая. И сейчас комфортно мне. Пусть спотел на тепло. А если холодную шапку одену сейчас, любую мою шапку с козырьком, мне наоборот будет холоднее. Ну и куртку тоже фиг с ним, думаю, не переодену. Завтра, если ходить буду, то в этой куртке тоже не помешает, потому что на улице, думал, что потеплее сегодня, а нифига, вот смотрите. Вот. Сейчас тяжело мне идти пешком. Тяжело, потому что рюкзак тащу там ружье, ружье бесполезно сейчас тоже брать с собой вообще. Смысла не вижу вообще зимней охоты у нас никакая. И вот этот груз еще тянет меня, поэтому больше проваливаюсь. Лишних, килограмм 15, наверное, будет. Вот так, передохну. В термосе чуть-чуть чая осталось, чуть-чуть. Сейчас пока не буду пить. Но зато в избушку дойду, затоплю печку железную, быстро нагреется избушка. Напьюсь там чая, конечно. Хорошо, что я на буране сюда не приехал, я бы, заебался, честное слово. По-русски говоря. Он бы я умер, наверное, нафиг. Потому что очень тяжело. И еще раз говорю, что-то воздух вообще сегодня, плотность воздуха капец какая. Прям кислорода нету, честное слово. Не знаю, что с воздухом происходит. И вот когда ты напряжение, очень сильно устаешь там, сердцебиение огромное. И воздуха не хватает, там выхлопные газы, задыхаешься. Не, здесь лыжня будет, потом по лыжне на буране даже легче будет идти. Все посмотрим, все, завтра буду решать эти вопросы, там бураном туда доехать или нет. Все это решаемо. Может там я оставлю, что там, не этот снегоход возле избы. В принципе, сейчас пока дрова заготавливать не стану. По такому снегу. К весне ближе там по насту приедем. Ни одной следа и лунок. Птицы вообще тоже. Вот хотя осенью были они, но сейчас. Так, зачес вон там. Без очков иду, очки потеют. Потом, инеем покрывается, вообще не видно ничего. Так я лучше вижу, чем в очках. Вот так и иду. Широкие лыжи спасают. На своих самодельных я бы вообще замучался. Снег тяжелый. Что не поделаешь. Охотника ничего не останавливает. Здесь буду настораживать капканы. Еще выйду к снегоходу. Первый след. Это куница.
туда ушла. Хороший котяра, блин. Тут у меня капкан был. Там пружина сломалась. Новую надо принести. Здесь обычно ходит он. Но если след есть, он где-то рядом тут живет. Может и еще пройдет тут. Ну вот, это уже радует. Следы. Чьи-то следы, наверное, леса может. Вот избушка, ребят. Дошел.